развернулись в Грозном, где и в эту минуту продолжаются кровопролитные бои между федеральными подразделениями и отрядами боевиков, по-прежнему контролирующими большую часть города. Потери российских войск составляют сотни убитых и раненых. На этом трагическом фоне в минувшую пятницу пришлось вступать в должность на второй срок президенту России. Был третий официальный траур в России за 2 года Чеченской войны. Первые 2 объявлялись в память о жертвах террористических акций в Буденновске и в Кизляре и Первомайском. В течение всех 6 дней боев в Грозном в центре событий был наш специальный корреспондент Евгений Ревенко. Боевики основательно подготовились к штурму Грозного. Еще задолго до начала операции 6 августа они перешли к тактике минной войны, экономя таким образом боеприпасы к стрелковому оружию и гранатометам. Кроме того, им потребовалось несколько дней, чтобы мелкими группами просочиться в город. Боевики также установили контроль за действиями всех федеральных сил, сосредоточенных в Грозном и на его окраинах, и обзавелись мощными радиостанциями типа Джонсон. Теперь командиры отрядов непримиримых могут прослушивать переговоры российских офицеров, своевременно избегая обстрелов артиллерии. Военные, в свою очередь, догадывались о намерениях боевиков, тем более, что накануне в Грозном появились листовки Аслана Масхадова, призывавшего жителей запастись на 3-4 дня водой и хлебом, а также подготовить подвалы для возможных бомбежек. Однако боевики застали федеральные силы врасплох, предприняв штурм рано утром, а не ночью, как это ожидалось. Изначально боевики имеют преимущество. Оно заключается не в большей численности или превосходстве в вооружении. Они лучше ориентируются на местности и фанатично преданы идее независимости. Кроме того, многие из них пришли сюда мстить за своих погибших родственников. Пусть идут штурмуют, клянусь Всевышним Аллахом, есть. Вот эта вещь меня живым они не возьмут. Это я вам говорю. Немного людей убило. Сейчас я хочу убивать. Я буду убивать их, пока я живой. Кроме того, боевики свободно перемещаются по территории города, контролируя практически все районы. Они пользуются относительным сочувствием местного населения. Мало кто из людей, пересекающих российские блокпосты, рассказывает военным, где повстречали боевика, даже если столкнулись с ним буквально в нескольких сот метров от расположения части. В свою очередь, российские солдаты не пользуются поддержкой. Даже старейшины, мирно соседствующие с военными, говорят о необходимости вывода войск. Чтобы вывести войск, сделать свободные выборы. И что большинство народ желает, пусть они того выбирают. Президента там или кого, обязательно президент был. Вот это мы желаем. Народ этого желает, свободу. С другой стороны, многие солдаты не знают местность, как и не знают, за что надо воевать. В отличие от боевиков, они не покидают пределы блокпостов и считают дни до отправки домой. В то же время, если бойцам оппозиции регулярно из соседних сел поставляются боеприпасы и продовольствие, то отрезанные блокпосты остались даже без воды. Продержались они лишь за счет проливных дождей. До того, как погода испортилась, в некоторых частях в эти дни выдавали по 1 литру воды на человека. На КПП, находящихся ближе к центру города, не видели даже этого. Опасаясь слишком больших жертв среди личного состава, российское командование активно применяет вертолеты, авиацию и артиллерию. Во время корректировки огня снаряды то и дело попадают в кварталы, еще не покинутые мирными жителями. Что касается вертолетов, то они постоянно открывают огонь по любым движущимся целям. При этом сверху сложно разобраться, идет ли по улице боевик или же беженец. Кроме того, вертолеты обстреливают любой автотранспорт без разбора. В результате за время боев под огонь попали 3 съемочных группы – НТВ, CNN и WTN. За корреспондентами WTN вообще была устроена настоящая охота с воздуха. В течение получаса они укрывались в окопе, после чего чудом выбрались из-под обстрела. Под огонь постоянно попадают и российские блокпосты. После налета вертолетов с одного из КПП пришлось вывозить 5 раненых солдат. Примечательно, что военным все время приходится следить не только за местностью, но и за воздухом. Хотя, как известно, у боевиков авиации нет. Имея возможность перемещаться, меньше всех от артобстрелов и авианалетов страдают боевики. Основное количество жертв приходится на мирное население. Сверху миномет прямо на глаза разрываются женщины, дети. Там ужас творится. Смотрят, люди есть, нету. Ночью мы ложимся, все начинается. Оставили бы они нас в покое все. Сделайте что-нибудь, чтобы они нас оставили все в покое. Детей жалко. Будь прокляты все, кто это начал, всю эту войну начал. Будь они все прокляты. На глаза, я не думала, что я работаю медиком, я не думала, что я не смогу оказать помощь. На глазах женщина разорвала, ребенок сидит рядом, орет, сидят все на улице, и они бомбят во все.
До этих людей никому нет дела. Их выгнали из собственных домов. Многие беженцы уже успели восстановить квартиры после мартовского штурма. Теперь они не знают, как переживут ближайшую зиму. Вчера для мирных жителей открыли коридор по дороге через Старопромысловский район. После этого еще более активизировалась артиллерия и авиация. Однако город покинули далеко не все, кто никогда не держал в руках оружие. У этой женщины в заводском районе, где сейчас продолжаются ожесточенные бои, осталась беременная дочь. 4-я больница убежала, и рядом с больницей где-то находится. Вот-вот должна беременная. И теперь я не знаю, как туда дойти, пойти, привезти. Трагедия женщин, стариков и детей несопоставима ни с какими разговорами о независимости или же о наведении порядка. Во время бегства люди просили только об одном – остановить эту войну, остановить бессмысленное уничтожение мирного населения. Однако никто ни вчера, ни сегодня не смог дать им ответа, когда же наконец прекратятся бомбежки и они смогут вернуться домой. Напротив, судя по тому, как развиваются события, бои в Грозном продлятся еще не один день. Если первоначально боевики рассчитывали продержаться хотя бы 3-4 суток, то теперь они намерены стоять до конца. А федеральные войска скорее уничтожат город, чем позволят его контролировать боевикам. Тем более на время придется забыть о каких-либо мирных переговорах, как и о скором мире в Чечне. Евгений Ревенко, Вячеслав Уткин, Алексей Томилов, телекомпания НТВ с окраин Грозного. 6 дней событий в Грозном создают ощущение какого-то дикого абсурда, замешанного на крови. Журнал «Итоги», очередной номер которого выходит в свет завтра, расценивают ситуацию примерно так. Я цитирую: «Дудаевцы в очередной раз взяли Грозный, а Москва в очередной раз не может объяснить, как это им удалось». Хроника трагедии в материале Сергея Дедуха. Еще на прошлой неделе 3 КАМАЗа с боевиками Руслана Гилаева пытались прорваться в город, но были отброшены. То была разведка боем. О планах сепаратистов напасть на город 6 августа не могла не знать российская контрразведка и Завгаевское МВД, располагающее широкой агентурной сетью. Командующий Северокавказским военным округом генерал Квашнин, прилетевший в Грозный за день до вторжения боевиков, судя по его репликам, был больше озабочен локальными операциями в горах Южной Чечни. Какие силы и средства в таких вот действиях применяют? Ну, не больше роты, максимум даже батальон. А не так, что тут масса вроде. Вот таким образом мы сейчас проводим такие операции. Вот почему они называются как бы специальные. Спустя 2 суток отсюда, с блокированного боевиками аэродрома Северный, будут спешно эвакуировать женщин и детей, а во Владикавказ чередой пойдут борта с ранеными. 6 августа в 3 часа 20 минут утра несколько сотен боевиков из отрядов Басаева, Гелисханова, Гилаева, обходя и блокируя российские посты и комендатуры, ворвались через Черноречье Октябрьский район в центр Грозного. Завязались бои на товарном дворе городского вокзала, у моста через Сунжу, на центральных улицах и у комплекса правительственных зданий. Так выглядела резиденция правительства Чечни до нападения на город боевиков. 4 дома в центре города для сепаратистов символизируют российское присутствие и власть доку Завгаева. Едва ли не каждую ночь это место обстреливали чеченские снайперы. Подступы к зданиям были хорошо укреплены и охранялись спецподразделениями. Между 6 и 8 часами утра в городе к боевикам присоединились бойцы, постоянно живущие в Грозном. Таким образом, общее число сепаратистов достигло, как они сами утверждали, 1500 человек. Значительная часть оружия и боеприпасов, приготовленных к штурму, тоже были припрятаны в Грозном. К полудню стало очевидным, что боевики контролируют центр города, Заводской, Октябрьский и Ленинский районы. В то время, когда блокпосты и комендатуры вели бой в окружении, когда в осаде оказался комплекс из 4 правительственных зданий, а часть чеченской милиции перешла на сторону нападавших, федеральное командование утверждало, что ситуация находится под контролем. Примерно с 10 утра российские вертолеты пытались остановить продвижение новых групп боевиков с окраин в центр. Заходя на цель, вертолетчики отстреливали тепловые элементы, опасаясь, что чеченцы привезли самонаводящиеся ракеты «Стингер». Но это не спасало от обычного стрелкового оружия. Только внутренние войска в то утро потеряли 2 вертолета. Федеральное командование осознало, что находящихся в городе сил не хватит для сопротивления боевикам. Введенные в бой подразделения отдельной бригады и полка внутренних войск положение не изменили. Во второй половине дня с военных баз Ханкала и Северной на помощь осажденным выдвинулись спешно сформированные армейские колонны. Однако танки и БТРы угодили в засаду. 1 танк и несколько бронемашин попали в руки ополченцев. 4 БТРа были сожжены. Боевики успели закрепиться в жилых кварталах и выставить на дорогах радиоуправляемые фугасы. В захваченных районах дудаевцы творили скорый суд над теми, кого считали причастными к правительству Завгаева и его структурам.
А в этом месте, возле медицинского техникума, якобы были найдены 7 отрезанных голов. Российское командование считает, что это следы расправы над солдатами-контрактниками, которых чеченцы в плен не берут. Около часа дня во вторник Сергей Степашин и Вячеслав Михайлов, отвечающие за переговоры с сепаратистами, потребовали у Масхадова и Яндарбиева немедленно отказаться от причастности к грозненской акции боевиков. В интервью радиостанции «Эхо Москвы» Аслан Масхадов заявляет, что лично готовил эту операцию и объясняет цели, которых добиваются боевики. Мы хотим, чтобы народ российский и мировая общественность знали, что война здесь не закончилась, и Россия сегодня не готова к этому. Их обманывает, говоря, что здесь остались разложенные группировки, 40 группировок, там по 10 человек. Вот они там где-то в одной ущелье, неделя, месяц, они там все закончат. Это обман. Здесь есть реальная сила, централизованная, управляемая. Командующий внутренними войсками Анатолий Шкирко оценил нападение боевиков на Грозный, в первый же день которого федеральные войска потеряли убитыми не менее 30 военнослужащих, как отчаянную попытку сепаратистов избежать поражения. Военные поражения, следующие одно за другим, и политические, тоже стали приводить к тому, что старейшины, местное население стали отказывать боевикам в поддержке. Ряд полевых командиров вышли из подчинения Яндарбиеву, и этот процесс продолжал прогрессировать. Успехи наших дипломатов на международном уровне в плане борьбы с терроризмом и признания чеченской территории как неотъемлемой части России подтолкнули Яндарбиева и Масхадова провести крупную специальную операцию, которая бы подняла их авторитет среди народов Чеченской Республики, показала бы якобы мощь незаконных вооруженных формирований, их способность проводить широкомасштабные операции против федеральных войск, заставив таким образом обратить на себя внимание как на реальную политическую силу и с учетом этого сесть за стол переговоров в ранге президента Ичкерии. Все эти события они приурочили к инаугурации президента Российской Федерации. В среду, несмотря на кровопролитные бои, противоборствующие силы в Грозном остались на тех же рубежах. Большая часть города контролировалась боевиками. Становится ясно, что они не намерены без боя покидать Грозный. Изменив тактику, российское командование пускает впереди бронеколонн группы автоматчиков, которые борются с боевиками, засевшими в развалинах. В четверг было официально заявлено о 70 погибших военнослужащих и 120 раненых. Появились также десятки пропавших без вести. От минометного обстрела сгорели 2 верхних этажа Дома правительства Чечни. Оставшиеся без боезапаса, его защитники присоединились к екатеринбургским ОМОНовцам и десантникам, обороняющим здание ФСБ, МВД и гостиницу, где находятся попавшие в окружение журналисты. В субботу на помощь к осажденным пробились несколько БТРов и танк Т-80. Их огнем боевики были отброшены на 100 метров. Но ни о каком безопасном коридоре для журналистов и раненых, пока в городе идут бои, не может быть и речи. Сегодня российское командование заявило о наметившемся переломе в пользу федеральных войск. Заместитель министра внутренних дел Чечни Юрий Плугин около 2 часов дня заявил, что блокада центра Грозного полностью ликвидирована. А наиболее ожесточенные бои продолжаются у складов МВД, что в 5 километрах от центра города. Кроме того, схватки происходят в районе стадиона «Динамо», поселка Мичурина. Боевики осаждают российские базы в Ханкале и Северном. Число вооруженных сепаратистов в Грозном, благодаря подкреплению, увеличилось до 4000. Стараясь избежать потерь, федеральное командование пускает в ход штурмовую авиацию, вертолеты и артиллерию, которая бьет по городу прямо из Ханкалы. Тем не менее, со вторника в боях за Грозный, который приходится брать заново, по информации федерального командования, погибло от 170 до 200 военнослужащих и ранено примерно 8 сотен. Это если не считать погибших при нападении на российскую колонну в районе села Курчелой. Жертвы среди мирного населения Грозного пока никто не считал. Сергей Дедух, НТВ. Уже вчера министр обороны Родионов, секретарь Госкомиссии по урегулированию в Чечне Степашин, заместитель министра внутренних дел Чечни Плугин поспешили выступить с заявлениями, что в Грозном наступил перелом. Отряды боевиков уходят из города, а инициатива перешла в руки федеральных войск. Представители сепаратистов, напротив, по-прежнему говорят о том, что их отряды держат под контролем центр Грозного. Нет оснований доверять дудаевской стороне. Но, увы, за 2 года войны всякая вера в победные реляции российских генералов утрачена давно и окончательно. Ибо, как сказано, кажется, в Писании, единожды солгавшие,
кто тебе поверит? Потерпев очередное поражение в Чечне, российские полководцы вновь спасают себя. Министр внутренних дел Анатолий Куликов выделяет 3 причины захвата Грозного боевиками. Первое. Отсутствие правового положения, режима чрезвычайного положения. Ведь мы там действовали, многие задают вопрос, почему боевики могли зайти. Они могли зайти, потому что там это жизнь обычного города, если не считать нескольких контрольно-пропускных пунктов на его подступах. Вторая причина, она очень важная, она сегодня звучала в виде экономического кризиса в стране, который, конечно, не может не сказаться, не может же быть везде или там плохо, с экономикой плохо, с материальным обеспечением плохо, а в армии и в МВД хорошо. К сожалению, мы по-прежнему проигрываем в информационном плане. И один Удугов работает за весь идеологический отдел Центрального комитета Компартии Советского Союза. Лучше один человек. Но так ли это на самом деле? Похоже, что существует и еще одна, 4-я причина. Дело в том, что за 2 года войны в Чечне отечественная наука побеждать свелась к пособию по скольжению на паркете. Кремлевские тяжеловесы падают в лужи крови, бронятся, но все равно скользят. И при этом красиво рапортуют. Город Грозный будет освобожден от всех незаконных формирований, наемников и преступников. Он будет освобожден. Не штурмом взят, а освобожден. Да, есть сомнения в легитимности президента Дудаева. Разве этого всего стоит кровь хотя бы одного человека? А ведь сколько там крови пролилось, сколько там трупов. В 94-м Ковалева не послушали. Наполеоны обозвали его гаденышем и взялись за дело как могли. Кадры, снятые в январе 95-го в Грозном, потрясли весь мир, за исключением узкого круга лиц. Боевые действия в Чечне, вот такие активные, которые они велись 31 числа, по сути дела, неделю назад, где-то 3-4 дня назад закончились. Вот сегодня уже докладывают практически тихо. И армия с поставленной перед ним задачей справилась полностью. Мы отслеживаем сегодня все ходы и все те базы, которые создавал Дудаев и продолжает создавать на юге в горах. Я думаю, Павел Сергеевич зима позволит вот там-то уже поработать по полной схеме. И миротворцы в Москве, я думаю, не помешают нашему министру. Организованное сопротивление, оно уже не носит такого масштабного характера, а работать по отдельным группировкам нам еще какое-то время придется. Чечня обладает слишком маленькой территорией для того, чтобы производить маневр силами и средствами, вести перегруппировку. Горы хорошо доступны для нашей авиации, для нашей артиллерии, для того, чтобы уничтожить базы боевиков. Не имея постоянной подпитки, оторвавшись от социума, боевики, естественно, долго не выдержат. Реальное бессилие силовиков обнаружилось в июне 95-го в Буденновске. В поголовье министров был замечен стремительный падеж, но политика осталась прежней. Гудермес, Кизляр, Первомайская, новоявленные таланты и уверенные в себе старожилы раз за разом доказывали свою профессиональную непригодность. Разбросав армию по блокпостам, они уверенно заявляли, что Чечня находится под их контролем. Та задача, которая возлагалась на федеральные войска и, в первую очередь, на Министерство обороны, она практически выполнена. И по оценке обстановки, результатов повседневной деятельности, мы будем ее отслеживать и поэтапно выводить все основные силы. Вот часть территории, где сейчас они, боевики, скопились. И жители, кстати, сейчас усиленно с ними ведут диалог, жители ведут о том, чтобы они образумились. По нашей оценке, некоторые оценки некоторых служб, там их около 2000, с наемниками, естественно. И сам Шамиль готов сдаться властям. Это о многом говорит. У нас, вы знаете, Грозный постоянно кому-то хочется ситуацию взорвать. Мы кое-что введем сюда. Для того, чтобы, может быть, любителей стало поменьше, а мира стало побольше.
Сегодня, когда итог безответственной дезинформации очевиден, следует вспомнить, что ни один из тех, кто фактически провалил Чечню, не ушел в отставку добровольно. Понятие о чести офицера сохранилось только у генерала от погранвойск Андрея Николаева. Он единственный, кто за период чеченской кампании подал письменное прошение об отставке. Остальные поражение не признавали и не признают. Уволенный директор ФСБ Сергей Степашин сегодня вновь занимается Чечней на посту ответственного секретаря Государственной комиссии. А бывший министр внутренних дел Ерин укрепил службу внешней разведки. Не признают вины и те, кто управляет сегодня военной машиной в Чечне. Генералы Куликов, Тихомиров, Квашнин и Пуликовский. Их установка осталась прежней – держаться до последнего. Александр Хабаров, телекомпания НТВ. Сегодня на экстренное заседание собралась Государственная комиссия по урегулированию чеченского кризиса. Это заседание прошло после встречи президента Ельцина с Виктором Черномырдиным и Анатолием Чубайсовым, на котором глава государства потребовал сегодня найти ответственных за трагедию в Грозном. Главной новостью заседания Госкомиссии стало заявление Виктора Черномырдина о том, что он поручил Министерству юстиции подготовить указ о введении чрезвычайного положения в Чечне. Впервые с начала войны премьер-министр высказался за ввод дополнительных войск в республику, заявив о необходимости усиления федеральной группировки. Характерно, что один из немногих, кто поспешил высказаться против введения чрезвычайного положения, это был глава промосковской администрации Чечни Даку Завгаев. Это вполне объяснимо. Введение чрезвычайного положения практически лишит Завгаева всех властных полномочий. Впрочем, возможно, Завгаеву кто-то шепнул на ухо какое-то волшебное слово. Ведь вскоре он выступил с новым заявлением, в котором изменил свое мнение и сказал, что, в общем-то, он не против чрезвычайного положения. Так или иначе, подробности из Белого дома сообщает Алексей Поборцев. Государственная комиссия по чеченскому регулированию собралась на экстренное заседание сегодня в 2 часа дня, но без главных действующих лиц – премьера Черномырдина и представителя президента в Чеченской республике Александра Лебедя. Как выяснилось позже, премьер в это время обсуждал чеченскую проблему с президентом, а Лебедь срочно вылетел в Дагестан. Премьер вернулся в Белый дом в 4 часа, и после этого комиссия продолжала заседать еще свыше 2 часов. Решения, которые были приняты, можно считать сенсационными. Впервые с начала военных действий в Чечне правительство считает возможным введение чрезвычайного положения. Пока, правда, только в чеченской столице. Что касается чрезвычайного положения, мы поручим, я еще раз хочу вот здесь, от имени комиссии, поручить Министерству юстиции, нашим правоведам, как говорится, еще раз сформулировать, что нужно, чтобы в Грозном при необходимости согласия руководителей военных ведомств, чтобы ввести чрезвычайное положение. Премьер считает, что вопрос о введении чрезвычайного положения в Грозном нужно решать быстро, буквально за 2-3 дня. Кроме того, Виктор Черномырдин считает, что военную группировку в Чечне надо усиливать. Я считаю, что военную группировку укреплять надо сейчас до разрешения всех дел в Грозном и во всех делах. Это не значит, что мы должны войти в противоречие с указом президента, но в данной ситуации, в данном случае укреплять. А у главы Чечни Доку Завгаева пока нет уверенности в том, что чрезвычайное положение сейчас необходимо. По крайней мере, на данный момент у меня уверенности нет в том, что это надо делать. Кроме того, Доку Завгаев остается при своей принципиальной позиции в отношении вывода войск. Вывод войск, он идет, и он будет продолжаться. Значит, та программа, утвержденная президентом по выводу войск, несомненно, будет выполняться. И я на этой позиции стою принципиально. Командующий Северо-Кавказским военным округом генерал Анатолий Квашнин, которому, видимо, пришлось выслушать немало упреков на заседании, ушел от прямого ответа на вопрос, как в Грозном случилось то, что случилось, и предложил журналистам подходить к проблеме с историческим ракурсом. Да и вообще, с террористами бороться, как известно, сложно. А как Грозный? Как бороться с групповым терроризмом? Вспоминайте, 3-4 террориста, и вся страна эту проблему решает. А здесь, если заходит 500-600 террористов, как вы, что вы? Тут предлагали некоторые товарищи взять город Грозный, опоясать траншеями, брустверами и так далее. Ну что, тогда, а как населению? А как общаться? А как все остальное?
Прогноз генерала на ближайшую перспективу оптимистичным никак не назовешь. Как долго эти большие группки перемещаться будут, пока мы их не выловим, или они пока сами не уйдут. Потому что некоторые говорят, вот давайте там сейчас начнем. Да, мы можем начать армии. Это, что это такое? 3 этих духов артиллерии танками, что ли, ловить? И заодно разрушать здания и дома? Вы сами понимаете. Почему мы и говорим о спецоперациях в городе? Не надо торопиться, все под нашим контролем. После такого объяснения Квашнина становится не совсем понятно, зачем нужно вводить в Грозном чрезвычайное положение. Может быть, стоит подождать, пока боевики сами уйдут. Алексей Поборцев, Андрей Мелехов, НТВ, из Дома правительства. Сегодня к вечеру агентства передали из Грозного информацию о том, что все 12 журналистов, находившиеся почти 6 суток в подвале гостиницы в центре чеченской столицы, а также 15 женщин из обслуживающего персонала гостиницы, были выведены оттуда, и около 8 часов 30 минут вечера по московскому времени были доставлены российскими военными в Ханкалу. Вчера президент назначил своим полномочным представителем в Чечне вместо Олега Лобова секретаря Совета Безопасности Александра Лебедя. С его именем многие связывали надежды на урегулирование чеченского кризиса. Тем более, что Лебедь прямо заявлял, что знает, как остановить эту войну. Не секрет, что на 3-е место в президентской гонке Лебедь вышел во многом благодаря именно этому обещанию. Генерал собирался после президентских выборов отправиться в Чечню, чтобы железной рукой навести там порядок. Но затем стало происходить нечто странное. Лебедь раз за разом откладывал эту поездку, и вообще создавалось впечатление, что генерал явно бездействует. Подробнее обо всем этом в комментарии Григория Кричевского. После избрания в Госдуму, оставив пост командующего 14-й армии в Приднестровье и переехав в Москву, Александр Лебедь жестко критиковал российское военное вмешательство в Чечне, а также действия федеральных войск в республике. Однако, вступив в борьбу за президентское кресло, Лебедь отдавал себе отчет в том, что армия, да и вообще люди в погонах, в том числе и на территории Чечни, составляют его главный электорат. Постепенно Лебедь скорректировал свою позицию по Чечне. Многим запомнилось выступление генерала на антивоенном митинге, который прошел весной этого года на Пушкинской площади в Москве. Лебедь стоял на одной и той же трибуне с наиболее последовательными критиками чеченской военной кампании Константином Боровым и Валерией Новодворской. Лебедь явно переходит от критики армии к ее косвенной поддержке, заявляя о своей особой точке зрения в чеченском конфликте. Однако, чем ближе был день голосования 16 июня, генерал Лебедь, казалось, все активнее защищал армию, пытаясь снять с военных ответственность за политические просчеты в разрешении чеченского конфликта. Нельзя так подставлять армию. Первый раз 26 ноября 1994 года, помните, танки без прикрытия в город сожгли. Министр обороны от родных солдат и офицеров открестился. Помню прекрасно. Подлейшим образом. Потом одним полком за 2 часа многодневные кровопролитные бои вышли в предгорье, почти дожали, стой назад. Лучшего способа разложить армию я лично не знаю. И теперь повторяется та же самая история. Вот политические руководители страны обязаны очень хорошо думать, прежде чем отдавать приказы. Но если приказ отдан, тогда надо помнить, что армия не может воевать до выборов, до 24 часов, до вечера или утра пятницы. Она может воевать до победы. Лебедь, десантник, прошедший Афганистан и Приднестровье, отлично знает простую истину. У войны нет военных решений. Боевые действия постепенно приобретают собственную логику развития, неподвластную планам гражданских. Лебедь был уверен, что прекратить кровопролитие могут только политики. Война там давно ушла от тех политических целей, которые там ставились. Восстановление конституционного порядка, там, свобода, независимость. Она давно ушла в плоскость народных мстителей. И дерутся там, с одной стороны, за разрушенные дома, за убитых жен, детей, с другой стороны, за убитых товарищей, потому что за державу обидно. Они дерутся, потому что дерутся.
У кандидата в президенты России и будущего секретаря Совета Безопасности Лебедя был собственный план урегулирования в Чечне. Тогда, за 2 недели до первого тура президентских выборов, этот план выглядел, если не эффективным, то, по крайней мере, эффектным. Поставку денег в Чечню прекращаем. Вот эти средства направим на их обустройство, им нужнее. Войска на границу 1956 года, когда Никита Сергеевич подарил Чечено-Ингушетии 2 района с преимущественно русским населением. Под контролем международных наблюдателей референдум. Пусть чеченский народ решит, с кем он за или против. Будет на то его воля. Свободно, ребят. Только помните, что свобода начинается с освобождения независимости от российского бюджета. И граница вот это будет границей, которой не дай бог кому-нибудь перейти. А вот если чеченский народ в массе своей выскажется за то, чтобы остаться в России, а он неминуемо это сделает, потому что Россия без Чечни обойдется, а у Чечни без России нет. Вот тогда все те, кто против, это бандиты. И с ними разговор короткий. В Калаху. После того, как президент Ельцин назначил Лебедя своим помощником по национальной безопасности, генерал готов был идти на переговоры с оппозицией, в том числе с лидером чеченских сепаратистов Зелимханом Яндарбиевым. Я просто обязан контактировать с людьми приятными, противными, всякими. Вот должна быть обеспечена безопасность. А с кем я при этом контактирую, какое-то имеет значение. Вот должна быть обеспечена безопасность страны. Все остальное вторично, третично. Однако вскоре генерал вновь изменил свою позицию. В тот момент, когда, по официальной версии, полным ходом шла подготовка поездки Лебедя в Чечню, аппарат генерала вдруг неожиданно заявляет, что новый секретарь Совета Безопасности не намерен встречаться с Яндарбиевым. Причем в качестве секретаря Совета Безопасности Лебедь был наделен беспрецедентными полномочиями в области обеспечения порядка и спокойствия в России. Он не раз мог начать переговоры с лидерами чеченской вооруженной оппозиции, имел возможность провести инспекцию российской группировки в Чечне. Между тем, с момента назначения на высокий пост Лебедь даже не побывал в мятежной республике. Когда закончилась эйфория, охватившая Москву после назначения Лебедя, генерал постепенно исчезает с телеэкранов. Его публичные выступления становятся все более редкими, несмотря на то, что именно на него обращали взор стороны, вовлеченные в чеченский конфликт. Но Лебедю все же удалось сказать свое слово в чеченской кампании. По имеющейся у нас информации, именно генералу Лебедю удалось отменить фактически уже состоявшуюся отставку генерала Тихомирова, который должен был уйти с поста командующего войсковой группировкой в Чечне. Не, ну это явно поторопились кое-кто. Я продолжаю командовать этой группировкой. Я думаю, пока рано кто-то поторопился. После нападения дудаевцев на Грозный 6 июня Лебедь впервые появился перед камерами лишь в среду, когда чеченские бойцы практически уже контролировали центр города. В предложениях, с которыми выступил Лебедь, явно отсутствовал элемент новизны и былой генеральской лихости. Остается создавать некую силу, которая бы заставила, понудила бы и Завгаева, и Яндарбиева прислушиваться. Что это может быть? Это может быть съезд представителей народов Чечни с представительством всех населенных пунктов, всех конфессий, всех политических партий, движений, объединений, представителей правительства и оппозиции. Вот на нем надо решать. Даже после того, как Лебедь стал полномочным представителем президента России в Чечне, сменив на этом посту Олега Лобова, генерал воздержался от публичных комментариев и не объяснил российским гражданам, что конкретно он собирается предпринять для того, чтобы боевые действия в Грозном были прекращены. Какие еще права требуются генерал-лейтенанту воздушно-десантных войск, секретарю Совета Безопасности, помощнику президента по национальной безопасности, члену Совета обороны и, наконец, полномочному представителю президента в Чечне, чтобы незамедлительно вылететь в Грозный и попытаться на месте добиться перемирия, то есть сделать то, что от него с таким нетерпением ждут миллионы россиян, в том числе и чеченцы. Григорий Кричевский, телекомпания НТВ.
Впрочем, сегодня Лебедь отправился в Махачкалу, чтобы пообщаться с представителями местных национальных движений, которые не раз выступали в роли посредников в переговорах с сепаратистами. И все же, заметим, Дагестан – это еще не Чечня. Трагедия в Грозном стала не только нашим национальным унижением, но и самым жестоким показателем той лжи, которая вот уже 2 года сопровождает эту войну. Ложью были победные реляции об уничтожении основных сил сепаратистов, их дезорганизованности и разобщенности, отсутствие у них единого командования, о том, что местное население давно прекратило поддерживать боевиков. Об этом мы сегодня уже сказали подробно. Ложью были слова Завгаева о том, что он контролирует большинство территории Чечни. Слова, которые Завгаев произнес всего за 2 дня до штурма Грозного сепаратистами. Из 400 населенных пунктов я сегодня не могу исключить хотя бы какой-то населенный пункт, где нет нашего влияния. Я просто такого адреса не знаю. А еще через 2 дня, когда формирование сепаратистов овладели уже центром Грозного, человек, занимающий должность главы Чеченской Республики, заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы». В республике во всех населенных пунктах никаких происшествий не было ни вчера, ни сегодня. Пожалуй, пришло время сказать правду. Перед декабрьскими выборами главы Чеченской Республики министр внутренних дел России Анатолий Куликов и министр по делам национальности Вячеслав Михайлов специально встретились с руководителями ведущих средств массовой информации и попросили их во имя высших интересов страны не подвергать сомнению легитимность тех выборов. Они говорили, надо поддержать Завгаева, только он сможет навести в Чечне порядок. И, признаюсь, ради надежды на прекращение войны многие главные редакторы газет и телекомпаний поддались на эти уговоры. Спустя 8 месяцев окончательно стало ясно, что никакого порядка в Чечне Завгаев навести не в состоянии. По сути, он сам в этом расписался своим поспешным отъездом из Чечни в Москву в самый разгар боев в центре Грозного, где оставались сотрудники его правительства. Ситуация была до того, мягко говоря, неловкой, что уже на следующее утро Завгаеву пришлось вернуться в Грозный, точнее, на российскую военную базу в Ханкале. По официальной версии, штурм Грозного боевиками – свидетельство нарушения ими договоренности в Москве и Назране. Да, это очевидно всем. Однако до сих пор нет ответа на вопрос, кто позволил российским генералам первыми нарушить эти соглашения, кто отдал приказ на бомбежку и артобстрелы горных районов Чечни после 2-го тура президентских выборов. Ведь свою часть московских соглашений боевики выполнили. За 2 тура выборов они не предпринимали никаких значительных вылазок против федеральных войск. Любимый тезис сторонников силового решения чеченского кризиса – не мешайте армии выполнять свою работу. И вот результат. За несколько часов 2000 боевиков, имея на своем вооружении лишь стрелковое оружие и легкие минометы, смогли овладеть городом-крепостью, которые охраняли 2 бригады МВД и Министерство обороны, усиленные танками и авиацией. Высокие военачальники утверждают, что весь процесс боевой подготовки пересмотрен с учетом уроков Чеченской войны. Помнится, еще в феврале 95-го тогдашний министр обороны Грачев осматривал образцы российских танков, подбитых чеченскими